Мой язык, мой таюк проливной, мой язык, мой хомут запивной, мои песни поющие мечта, мои речи живучий пурга. Платон Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков формирования государственного устройства Якутии, развития ее экономики, создания промышленности. Он лично подготовил проекты Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской ССР и положение об автономии Якутской Республики. Уже в 2022 году мы празднуем историческое событие – столетие образования Якутской автономной республики, празднование которого станет крупным национальным, духовным и политическим событием. Джебо. Словно не прошло и 10 суток, а прошли те великие огненные 10 годов. Я постараюсь рассказать вам все, докуда мой ум достигает, силы мои позволяют. Произведение Платона Алексеевича Слепцова-Аюрского «Великий столетний план» был написан в Москве 1927 года 28 июля. В трактате автор описал прообраз будущего Якутии в виде поэтапного плана, расписанного по десятилетиям, вплоть до 2027 года. По всей Якутии везде восторжествуют русские дома с широкими застекленными окнами и покрашенными полами. В каждом аласе по долинам речек рогатый скот и лошади будут привольно размножаться по научным предписаниям. Будут самые разные лаборатории. Тогда, кто бы ни прихворал, в этих лабораториях через разные его выделения определят его болезнь и назначат лечение. Из улуса в улус, из наслега в наслег будем разговаривать по телефону, будет радио. По земле будем ездить на автомобиле, из места на место будем летать на воздушных судах. Полетим, словно молния, понесемся, словно вихрь. У каждого рода будет множество воздушных судов, автомобилей, разной другой техники будет не счесть. Вот тогда-то счастливая жизнь, поющее будущее, расписанное грядущее наступит наяву. В трактате Платон Аюрский не только описал будущее Якутии, но и указал социально-экономическое направление развития республики. Он определил ведущую роль в развитии общества в таких сфер, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, искусство и соцзащита населения. Огромное значение, по словам общественного деятеля, будут иметь наука и техника. Спустя 100 лет мы видим, что эти задачи остаются приоритетными и актуальными. Каждое наследие откроется по школе. При каждой школе будут созданы так называемые лаборатории. Поэтому каждый ребенок, обучаясь в школе, будет все знать и уметь. Будут открыты развлекательные учреждения, где можно будет наслаждаться музыкой, театром, кино, другими развлечениями. При такой высокой, обеспеченной доброй жизни будут рождаться и творить мудрые мыслители, люди могучей воли, одаренные певцы, великие рассказчики. Сила разума человека разовьется как никогда, да осилит все вокруг. За 100 лет жизни нашей республики изменилась в корне, но неизменным остается мудрость и традиции нашего народа, который запечатлел в своих бессмертных произведениях патриот своей родины Платон Аюрский. И пусть его заветы, его слова и светлые помыслы найдут отклик в сердцах каждого якутянина, и каждый стремится внести свой вклад в развитие своей родины, своей республики. Песни Таюк в те времена, стихи Олонхо будут иные, сладко-складно говорящие, ласковым голосом поющие, люди с добрыми сердцами станут великими поэтами. В бурно-вольготные дни, весело, радостно взявшись, разум и силы умножим, к полному счастью придем. Радость живет в сердце мужчины, радость поет в песнях женщины. Здесь солнце танцует, здесь счастье сияет, слава, Руй! Айхал, айхал, айхал!